производству крупного рогатого скота. Какую цель ставит перед собой каждый фермер, когда задумывается о целях воспроизводства? Теоретически от каждой коровы в течение года мы можем получить теленка. И при хорошем кормлении, хорошем выращивании револтового молодняка в течение 13-15 месяцев телка должна достичь физиологической зрелости, и, соответственно, в 2 года мы должны получить от нее уже нового теленка и получать продуктивность для того, чтобы окупать те затраты, которые мы несем в течение выращивания молодняка. Если рассматривать прибыльность коровы в течение лактации, она не всегда одинакова и практически зависит от многих факторов. От продуктивности коровы, от породы коровы, от уровня кормления, от условий содержания. Но в среднем каждая корова, независимо от всех этих факторов, в течение первых 5 месяцев она всегда дает прибыль фермеру. Но потом наступает период, в течение которого она либо работает в ноль, то есть она только окупает те затраты, которые мы несем на ее содержание. Позже все равно будет период, когда она больше кушает, чем приносит нам прибыли. Соответственно, от уровня воспроизводства очень сильно зависит прибыльность фермы. Если посмотреть на этот и следующие графики, мы увидим, что коровы практически приносят прибыль только в течение 200, в лучшем случае, если это голштин и очень хорошая лактационная кривая, это может быть даже до 300 дней, но в среднем в течение где-то 200 дней корова приносит прибыль. Соответственно, при хороших условиях воспроизводства, при хороших результатах, мы от коровы всегда получаем намного больше молока из-за того, что в стаде большинство коров находится в этом промежутке. Если сравнить вот две абсолютно одинаковые фермы с одинаковым менеджментом, с одинаковыми условиями содержания, кормления, генетики и так далее. Но две фермы отличаются здесь только средним днем лактации. То есть на одной ферме коровы становятся стельными до 80-го дня, а на другой ферме, красной линией позначено, коровы становятся стельными на 40 дней позже. Как бы немного, всего 40 дней, но если сравнить суточный удой на этих двух фермах, он очень существенно отличается. Разница практически в 5 литров молока. Если перевести на другой язык, это будет увеличение периода от растела до осеменения в среднем на 30 дней приводит к снижению среднесуточного удоя на ферме на 3 литра молока. Зависимо от цели, фермер может планировать растел в течение года по-разному. Если у фермера есть достаточные запасы кормов, он может обеспечить своих коров и в зимний период, и в летний период, тогда лучше всего, чтобы растел был распределен в равномерном течении года. В таком случае нужно планировать так, чтобы каждый месяц у нас становилось стельными 8-10% коров, и в идеальном варианте еще дополнительно где-то 2-2,5% ремонтных телок, то есть чтобы мы могли вводить каждый год, каждый месяц дополнительно еще 2% новых коров. В этом случае какие преимущества? Мы в течение года имеем равномерный растел, равномерное производство молока и, соответственно, равномерную прибыль. Исключением есть те случаи, когда очень разнится цена молока в течение года. К примеру, если в зимний период цена на молоко намного выше, чем в летний, тогда есть резон планировать растелы на осенний период, для того, чтобы получить максимум молока именно в зимний период, тогда, когда цена выше. Но обязательным условием для этого должно быть наличие достаточной кормовой базы. Потому что если коров не будут кормить полноценно, соответственно, мы не сможем получить то молоко, которое они способны произвести. И, соответственно, в мясном скотоводстве планирует отел так, чтобы он проходил в конце зимы, в начале весны, для того, чтобы до начала пастбищного периода телята уже окрепли и смогли выходить и интенсивно использовать пастбище.
Какие целевые показатели мы должны обеспечить для того, чтобы получить от каждой коровы одного теленка в течение года? Первым показателем это есть восстановление нормального состояния матки после отела. И нормальных коров в среднем происходит восстановление слизистой оболочки матки, полная инволюция половых органов до 45-го дня после отела. У коров аборигенных пород, у низкодойных, она может происходить быстрее и заканчиваться практически до 30-го дня. Второй пункт – это необходимо обеспечить осеменение коров до 80-го дня после отела. Потому что если мы посчитаем, что длительность беременности составляет 285 дней в среднем, 275-285 дней, то для того, чтобы получить теленка в течение 365 дней, нам необходимо обеспечить плодное осеменение именно до 80-го дня. Соответственно, хорошим уровнем воспроизводства считается, если до 120-150 дня становится стельным минимум 80% коров в стаде. Если считать до 120 дня, это минимум 50%, до 150 дня минимум 80% стельных коров. Для простоты запоминания это правило 3-80. 80% восстановления до 45 дня после отела, 80% осемененных коров до 80 дня после отела и, соответственно, 80% стельных коров до 150 дня после отела. В таком случае мы способны получить максимум прибыльности от своих коров. Соответственно, это те показатели, на которых мы только что останавливались. Соответственно, для того, чтобы это обеспечить, у нас есть 50 дней для проведения плодотворного осеменения. Потому что мы не влияем на длительность беременности. Она немного изменяется. В высокоудойных коров длительность беременности немного короче. Она меньше и составляет где-то 270-275 дней. В среднем 285, так она пока и остается. Период послеродовый мы уже с вами говорили, что он длится от 30 до 45 дней. Более физиологически обусловлено это 45 дней. И до 45 дня после отела коров лучше не осеменять, потому что есть риск низкой оплодотворяемости и есть риск того, что матка еще не полностью восстановилась и будет скрытый эндометрит. Соответственно, учитывая это, у нас есть 50, даже немного меньше, 35-50 дней для проведения плодотворного осеменения. Соответственно, если учитывать, что половой цикл у коров длится в среднем 21 день, от 18 до 24 дней, то у нас есть практически 2 раза, когда можно осеменить корову в это время, чтобы обеспечить ее плодотворное осеменение. Есть 2 типа осеменения. Есть естественное и есть искусственное. Каждый из них имеет свои предпочтения, свои плюсы и имеет свои минусы, конечно. При естественном осеменении самый главный плюс это то, что мы отдаем ответственность себя на производителя. Но нужно, даже при естественном осеменении, нужно его правильно организовать. При вольном естественном осеменении бык находится постоянно в стаде. Он определяет коров в охоте, он проводит их осеменение. Но для того, чтобы это было эффективно, быков нужно отбирать, нужно проводить селекционную работу. Перед выходом на пастбище нужно обязательно проводить исследование быков на кампилобактериоз, на бруцеллез, на трихомоноз, то есть на инфекционные и инвазионные заболевания, которые могут передаваться половым путем. Кроме этого, нужно правильную нагрузку организовать для быка-производителя. На одного быка при таком способе организации осеменения закрепляют всего 30-50 коров на год. Не на месяц, а на год. Если мы определяем стадию возбуждения полового цикла у коров сами и просто приводим к быку на случку, тогда можно увеличить количество
животных в 2 раза. То есть мы можем одним быком в таком случае оплодотворить от 60 до 120 животных. Нужно обязательно учитывать и возраст быка, потому что для молодых быков, которые преимущественно и содержатся в селянских хозяйствах, нагрузка физиологически обусловлена не должна быть больше 2 садок в неделю. То есть бык должен крыть коров или телок 1-2 раза в неделю. Для старших быков, уже старше 1,5 года, нагрузка может быть в 2-3 раза выше. То есть от 4 до 6 раз в неделю он может крыть. Потому что неправильная нагрузка на быка, она может быть тоже причиной бесплодия коров. Бык может истощаться, и со временем оплодотворяемость будет низкая, а иногда вообще не будет. Также в процессе использования обязательно нужно контролировать состояние быков, потому что иногда происходят там травмы полового члена, там перелом полового члена, фимоз и другие патологии, которые полностью исключают возможность осеменения животных. В результате мы можем получить значительные экономические убытки из-за бесплодия коров и телок. Кроме того, естественное осеменение имеет очень много недостатков, обусловленных именно его организацией, потому что для того, чтобы исключить инбридинг, нужно проводить селекционную работу, что в принципе не проводится в стране. И соответственно мы здесь видим результат инбридинга. На увеличение инбридинга на 1% приводит к снижению молочной продуктивности у телят на 6%. То есть с каждым следующим поколением у нас животные становятся хуже и хуже. И уменьшается не только молочная продуктивность, но уменьшается и жизнеспособность, уменьшаются привесы. То есть с каждым следующим поколением животные становятся все хуже и хуже, что мы видим здесь на картинке. Это пример того, к чему приводит инбридинг. Здесь не телки, здесь показаны дойные коровы. Кроме этого, при использовании естественного осеменения есть очень значительный риск распространения коитальных инфекций. Даже если мы контролируем быка при выходе на пастбище, мы не имеем никакой гарантии того, что он не заразится в процессе осеменения коров. И, соответственно, он после этого может распространять заболевания на остальных коров и телок, что очень часто и встречается, когда в начале, после введения быка в стадо, есть хорошая оплодотворяемость, но потом даже без специфических инфекций, без бруцеллеза, трихомоноза и так далее, даже просто после осеменения коровы с скрытым эндометритом, бык, соответственно, может распространять патогенную болезнетворную микрофлору другим животным. В результате будут возникать воспалительные процессы в половых путях, и оплодотворяемость этих животных будет значительно снижаться. Кроме этого, при использовании и искусственного, и естественного осеменения есть риск распространения генетических заболеваний, то есть заболеваний, которые обусловлены мутацией генов. Разница между естественным и искусственным осеменением в этом случае есть в том, что очень часто, когда мы используем естественное осеменение, используется близкородственное осеменение. А все генетические заболевания, они передаются как рецессивные летальные гены. И когда и мать, и отец есть носителями этой мутации, тогда в 25% случаев новорожденных проявляется уже клинически та или иная мутация. Здесь, к примеру, есть показанные телята, которые есть гомозиготами по заболеванию, которое называется комплексное нарушение формирования хребта. Их есть много. Кроме этого, есть еще БЛАТ, это дефицит адгезивности лейкоцитов, который характеризуется тем, что у животных практически абсолютно нету
иммунитета. То есть они будут болеть в течение всей жизни всеми возможными заболеваниями, они отстают в росте, они практически имеют очень малую молочную продуктивность из-за этого. Есть заболевания, которые мы клинически не видим, но они приводят к тому, что гибнет до 90% эмбрионов в процессе развития. То есть оплодотворение происходит, но развитие плода прерывается на определенном этапе. Чаще всего это случается до периода имплантации, то есть где-то в 35-42 дня беременность прерывается, мы видим низкую оплодотворяемость. Искусственное осеменение имеет ряд преимуществ. Да, оно требует квалифицированного техника искусственного осеменения. Оно требует от фермера знания физиологии животных и требует внимания к животным. Но вместе с тем искусственное осеменение – это возможность быстрого генетического прогресса. Мы за небольшие деньги можем купить семя от очень ценных в генетическом отношении живых быков. Кроме этого, уменьшается и даже практически исключается риск летальных заболеваний, потому что нету коитуса с быком, риск практически исключается. Кроме этого, при искусственном осеменении упрощается контроль и планирование воспроизводства. Потому что мы далеко не всегда знаем, когда происходит естественное осеменение. Как правило, не знаем, потому что оно происходит в ночное время. При искусственном осеменении мы же фиксируем дату, когда произошло осеменение, и потом, если подтверждается диагноз сильно, соответственно, мы можем планировать, когда будет происходить раздел, когда животное нужно отправить на сухостойный период. И если посмотреть на этот слайд, это очень яркий пример результатов использования искусственного осеменения. Это корова-рекордистка на сегодняшний день в мире. Она произвела в течение третьей лактации более 35 тонн молока. Если посмотреть и суммировать слайд, ее продуктивность, то в течение жизни она уже дала более 80 тонн молока. Это немыслимые для Кыргызстана показатели, но на самом деле это есть. Если посмотреть, но ниже на самой высокой удой на ферме, это американская ферма, которая называется Tom Nestle. Средняя продуктивность на корову составляет 19 тонн молока. Это небольшая ферма, немного более 200 коров. Они занимаются производством быков племенных и производством эмбрионов. Но вместе с тем, если посмотреть на показатели продуктивности, понятно, что цена на таких животных будет очень-очень высокой, которой ни один фермер не сможет разрешить себе купить и использовать для естественного осеменения. Но вместе с тем, при искусственном осеменении цена, понятно, такая, которую может осилить любой фермер. И вот пример, опять же, недалеко уходя, это слева корова, которую мы уже видели из Сыкуля, а справа это ремонтная телка, которая получена от искусственного осеменения и хорошо выращена. Притом очень интересно, что ферма, на которой находится это животное, она никогда не завозила с-за рубежа животных. Это ферма, которая где-то 15 лет назад, она производила всего-навсего где-то около 4-5 тонн молока на корову в год. На сегодняшний день средняя продуктивность на этой ферме составляет 37 литров молока на животное в год. В день, то есть в среднем за год коровы производят около 11 тонн молока. При искусственном осеменении необходимо соблюдать ее технологию. Для того, чтобы провести искусственное осеменение, нужно, во-первых, выявить стадию возбуждения полового цикла, потом в течение этой стадии определить время, которое наиболее способствует для оплодотворения. Потом необходимо правильно подготовить семя и, соответственно, провести эту манипуляцию, собственно, осеменения. И
И каждый из этапов, он очень важен. Здесь нету этапов, которые не влияют на результат. Для того, чтобы определить стадию возбуждения полового цикла, необходимо понимать физиологию животного, необходимо понимать, на какие признаки нужно обращать внимание, потому что мы видим только то, что знаем. В начале стадии возбуждения полового цикла в яичниках животного происходит рост и созревание доминантного фолликула. Он производит, внутренняя его оболочка производит женские половые гормоны, которые называются эстрогены. Они разносятся током крови по всему организму животного и приводят к изменениям в тех органах и тканях, которые имеют рецепторы к ним. Что мы в это время видим? Мы видим признаки течки. В слизистой оболочке полового аппарата происходят пролиферативные изменения, то есть слизистая оболочка утолщается, сосуды кровеносные, они расширяются, в результате чего мы видим покраснение половых органов, их увеличение, отек и выделение слизи. В начале течки слизь прозрачна, как показано здесь на фотографии, ее количество достаточно большое, потом она становится более вязкой, тягучей, и во время половой охоты более 2/3 животных имеют слизи пузырьки воздуха. Это есть признаком наиболее благоприятного времени для осеменения. Потом фолликул продолжает еще более увеличиваться, уровень эстрогена увеличивается максимально, и он приводит к тому, что выделяется лютеинизирующий гормон. Это гормон, который необходим для поддержания роста доминантного фолликула. После выделения этого гормона все фолликулы атрезируются, уменьшаются и продолжает увеличиваться только один либо два доминантных фолликула. Вследствие этого у коровы формируется в мозге половая доминанта. То есть поведение животного направлено на обеспечение встречи с самцом, осеменение для того, чтобы продолжить род. В это время уже проявляется локомоторный рефлекс. Животное старается найти других животных в стадии возбуждения, обнюхивает их, спрыгивает на них, оно становится беспокойным. В это время мы можем видеть, что животное отказывается от корма. При доении доярки отмечают уменьшение молочной продуктивности, иногда даже изменяется качество молока. Оно имеет привкус соленого. И только через 10-15 часов после этого у животного проявляется половая охота. В то время, когда в организме созданы наиболее благоприятные условия для оплодотворения. В природе осеменение возможно только в течение половой охоты. То есть в течение 21 дня у коровы есть всего 10-15 часов, когда она допускает коитус с быком. Во время всего остального периода она не будет подпускать быка и не будет проявлять рефлекс неподвижности при его спрыгивании. Она будет убегать. Вот именно этот промежуток времени нам необходимо выявить, и именно в это время лучше всего произвести осеменение животного. Если мы посмотрим на схему формирования синхронной полноценной стадии возбуждения полового цикла, то именно здесь скрыта проблема низкой эффективности искусственного осеменения. Если мы посмотрим на схему формирования, мы видим, что сначала проявляются признаки течки. И они будут сохраняться в течение всей стадии возбуждения полового цикла. Потом через 6-49 часов, в среднем где-то через сутки, появляются признаки общего возбуждения. Они длятся опять же в среднем где-то сутки. И только через 6-10 часов, иногда до 24 часов, начинают проявляться признаки половой охоты. И обратите внимание, что овуляция, то есть выход яйцеклетки из фолликула, происходит через 10-15 часов
После окончания половой охоты. Очень часто фермеры приглашают техникой искусственного осеменения слишком рано. Если мы перейдем сюда, мы увидим, что яйцеклетка после овуляции способна к оплодотворению только в течение 6-8 часов. Она сохраняет жизнеспособность в течение до 10 часов. Но при этом полноценное развитие эмбриона возможно только в случае, если оплодотворение произошло в течение первых 6-8 часов после овуляции. Сами же спермии после искусственного осеменения сохраняют способность к оплодотворению в течение 24 часов. Следующие факторы, которые влияют на эффективность оплодотворения, это транспорт спермиев, но здоровой коровы, вовремя осемененной, транспорт семени от шейки матки до верхней трети яйцевода составляет всего 4-5 минут. То есть транспорт семени практически не влияет на эффективность оплодотворения. Более всего влияет именно длительность жизни яйцеклетки 6-8 часов. Возвращаемся назад, и мы будем видеть, что если посмотреть на эту схему, если мы вводим семя в течение половой охоты, у нас до овуляции в яйцеводе будут находиться спермии, способные к оплодотворению. Если же мы семя вводим слишком рано, вот, к примеру, очень часто фермеры звонят именно в этот период, когда корова очень беспокойная, она спрыгивает на других коров, иногда стоит даже при спрыгивании коров на нее, потому что гомосексуальная реакция, она проявляется раньше и длится дольше. Она еще не будет стоять при спрыгивании быка, но под коровой уже может стоять. Если мы вводим семя в это время, то до овуляции происходит более 24 часов. И на момент выхода яйцеклетки спермий жизнеспособных в яйцеводе уже не будет. Соответственно, овуляция, оплодотворение не произойдет. Поэтому никогда не нужно спешить с осеменением. Даже если у животного уже пропадают признаки стадии возбуждения, это не говорит о том, что произошла уже овуляция и уже поздно. Это говорит только о том, что уже конец охоты. Но до овуляции еще пройдет 10-15 часов. Поэтому именно в это время, в конце половой охоты, лучше всего осеменять коров. Середина и конец половой охоты. Что необходимо учитывать при выявлении стадии возбуждения полового цикла? В большинстве животных стадия возбуждения проявляется в период, когда за ними меньше всего наблюдают. Около 70% коров проявляют стадию возбуждения от 19 часов вечера до 7 часов утра. То есть тот период, когда на ферме очень мало каких-то технологических процессов, когда животных мало беспокоит. Поэтому именно в это время, после 7 вечера до 7 утра, как минимум 2 раза нужно наблюдать за животными, для того, чтобы выявить максимальное количество животных в стадии возбуждения полового цикла. Какие способы для этого используют? Их есть достаточно много разных. Одним из самых эффективных это есть рефлексологический метод использования быков-пробников. Их для этого специально подготавливают, делают операции вазэктомия, это вырезание части семяводов. Бык остается способен к садке, он проявляет половые рефлексы, но при этом он не вводит спермии в половые пути самки, оплодотворение произойти не может. Либо проводят сшивание S-образного изгиба полового члена. В таком случае бык не способен к половому акту. Можно отводить в сторону половой член. То есть есть очень много способов подготовки быков-пробников для того, чтобы они определяли половую охоту у коров, но не производили осеменения. В мясном скотоводстве очень часто используются быки-метчики, когда вот, как показано здесь на фотографии,
одевается недоудок на голову, и внизу есть контейнер с краской. В нижней части этого контейнера находится шарик. При спрыгивании на корову он нажимает этим шариком на круп, соответственно, вытекает краска. Потом фермер приходит и видит, что вот там у большого количества, у коров, которые в стадии возбуждения, у них на спине есть красные метки, либо другая краска, какую вы внесли. Эти животные забираются на осеменение. Для того, чтобы бык оставался активный и выявлял лучше животных в охоте и стимулировал их, лучше всего использовать его по 1,5-2 часа утром и вечером. То есть, чтобы был дозирован контакт с быком. Не постоянно он находился в стадии, а дозированно. И когда вы его выпускаете, если есть корова в охоте, он ее определил, вы забираете ее на осеменение, но оставляете быка работать дальше. Потому что если не забирать животных, которые в охоте, он может привязаться к одной корове и не будет обращать внимания на других. Для повышения эффективности клинико-визуального метода, когда мы наблюдаем за коровами, можно использовать множество способов. Один из них – это использование маркеров. Те животные, которые нам необходимо осеменить, бесплодные животные, у которых закончился период добровольного периода ожидания после родов, на крестцовую кость, на корень хвоста наносим специальным маркером краску. Если на животное будет спрыгивать, она растирается, размазывается, и поэтому мы можем видеть, что животное проявляло рефлекс неподвижности, то есть оно подлежит осеменению. Каждый день мы смотрим за животными, и если наблюдаются такие изменения, животное забирают на осеменение. Есть такой электронный определитель течки у коров. Он более подходит к определению оптимального времени осеменения, чем к определению стадии возбуждения. Потому что в инструкции к нему написано, что мы измеряем, проводим туалет внешних половых путей, вводим датчик в влагалище до шейки матки, потом измеряем электропроводимость. У коров в охоте электропроводимость будет максимальной, а электрическое сопротивление минимальное. Но при этом мы же не можем каждый день измерять у животных показатели электрического сопротивления. Поэтому его можно использовать, если вы подозреваете, что какая-то корова в охоте, но не уверены. Можно определять показатели электрического сопротивления и проводимости. И, соответственно, если показатель составляет 200 условных единиц и меньше, животное нужно осеменять. Если показатели выше, это свидетельствует о том, что либо еще рано и нужно проверить через 10-12 часов, либо животное не в стадии возбуждения полового цикла. Есть еще вот такие детекторы, называются они Комар. Это ампулка с краской, вокруг нее расположен поролон, и все это оформлено в такой детектор, как вы видите на рисунке. Они крепятся также на крестцовую кость выше корня хвоста. Если на животное спрыгивают, ампулка с краской лопает, соответственно, поролон тянет ее на себя, и мы видим активированные датчики, то есть красные. Это свидетельствует о том, что животное опять же проявляло стадию возбуждения полового цикла и подлежит осеменению. Есть электронные системы. Здесь показана одна из лучших, это HeatWatch System. Эти красные квадратики – это электронные сенсоры. Они крепятся также на круп коровы, и когда на корову спрыгивает, на компьютере отображается, что это животное в такое-то время проявляло рефлекс неподвижности, и на нее спрыгивали другие животные. Есть датчики, которые показаны здесь, разных типов. Они могут фиксироваться на конечности животного, могут фиксироваться на шее животного. И сейчас есть много разных систем, когда крепится бирка на ухо животного. Они измеряют двигательную активность
животного во время стадии возбуждения она возрастает в 2-4 раза. И, соответственно, после пика активности наиболее благоприятное время для семенения – это через 10-12 часов. Фактически благодаря этой системе мы наблюдаем за коровами в течение 24 часов, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть они постоянно под присмотром. Есть система комплексная SmartBow, это австрийская система. Бирки фиксируются в ухе. И кроме определения охоты, они еще производят мониторинг здоровья животного. То есть учитывается количество потреблений корма в течение дня, учитывается температура животного, учитывается активность животного. И благодаря этому мы можем анализировать показатели только по половой охоте, ну и контролировать состояние здоровья. У нас есть несколько ферм, которые используют такую систему. И в принципе определение заболеваний происходит еще на доклиническом уровне. То есть если клинический доктор еще не видит, что у животного там есть мастит, система уже показывает, что есть проблема с животными. Только на следующий день можно определить, что это на самом деле там мастит, либо кетоз, либо какая-то другая проблема. Опять же возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Что никогда при искусственном осеменении не нужно спешить. Это обусловлено длительностью стадии возбуждения и длительностью выживания яйцеклетки в половых путях. Соответственно, если мы видим, что животное проявляет рефлекс неподвижности утром, осеменять его нужно не ранее, чем вечером. Если вечером, то утром. Есть некоторые породные особенности. К примеру, животные джерсайской породы имеют очень длинную стадию возбуждения полового цикла. Если мы выявили рефлекс неподвижности утром, то осеменять их нужно не раньше, чем на следующее утро. Есть некоторые особенности индивидуальные. Иногда бывают коровы, у которых либо слишком короткая стадия возбуждения полового цикла, либо слишком долгая. Но это уже должен контролировать фермер. Если вы видите, что корова начала проявлять признаки охоты еще утром, вечером вы ее осеменили, но на следующее утро она еще активная, ее нужно повторно осеменять, либо, возможно, чтобы проверил ветеринарный врач, потому что может быть, что у нее есть патология яичников, есть фолликулярная киста. На пункте искусственного осеменения на сегодняшний день есть очень много разных инструментов и способов организации пункта искусственного осеменения. Здесь показан традиционный пункт осеменения стационарный, когда он просто на ферме. Та же история, есть микроскоп для проверки активности спермиев. Есть такой вариант, когда это мобильный пункт искусственного осеменения, все находится в одном чемоданчике, непосредственно возле коров, хоть и на пастбище, в машине можно произвести оттаивание, подготовку семени до введения и непосредственно осеменение животного. Какие есть моменты, на какие обязательно нужно обращать внимание? Когда мы оттаиваем семя, нужно придерживаться температурных режимов и экспозиции. Семя коров оттаивает при температуре 35-37 градусов в течение 0,25 мл паеты. Это будет 15-20 секунд. Если паеты большие, макси это 0,5 мл, тогда их нужно оттаивать в течение 25-30 секунд до 40. Лучше всего придерживаться рекомендаций производителей семени, потому что на сегодняшний день используются разные разбавители, и из-за этого может немного отличаться время и температура оттаивания семени. Как правило, это 35-37 градусов и то время, которое мы сказали.
Нужно помнить, что это очень важный момент искусственного осеменения, потому что при оттаивании гибнет в среднем до 60% спермиев. Следующий момент — это обрезание пайет. Инструмент, который мы используем, должен быть острым, должен обеспечивать ровный срез. Потому что, когда мы одеваем чехол, пайета должна плотно соприкасаться с чехлом. Только в таком случае семя будет вводиться в половые пути животного. Если же срез неровный, либо смятый кончик пайеты, в таком случае семя будет вводиться под чехол. Для избежания таких случаев нужно обязательно контролировать правильность выведения семени. Когда собрали инструмент, нажимаем на стилет, и капелька семени появляется вверху. Это говорит о том, что все сделали правильно. Для уменьшения контаминации внутренних половых путей необходимо использовать санитарные чехлы. После того, как вы собрали инструмент, одевается внешний полиэтиленовый санитарный чехол, вводится инструмент до шейки матки, и только после этого потягиваете и разрываете его. Эта манипуляция дает возможность провести стерильный инструмент до шейки матки. Не вносить в матку микрофлору, которая находится в преддверии влагалища и, собственно, влагалище. Еще один момент, который очень важен для обеспечения эффективного осеменения и высокой оплодотворяемости. После оттаивания сперму нужно ввести в половые пути животного не позже 15 минут, а при использовании фиксированного семени, тобто того семени, которое обеспечивает рождение более 85% телочек, либо бычков, зависимо от того, на какой пол происходило сексирование. Поэтому нельзя обеспечить эффективного осеменения, если техника искусственного осеменения готовит семя дома, а потом едет в деревню к коровам. Лучше всего, если необходимо транспортировать семя, лучше его транспортировать в замороженном состоянии, в сосуде дюара, и производить растаивание непосредственно возле животного. Наиболее эффективный алгоритм — это когда техник искусственного осеменения приехал, посмотрел животное, проверил, стоит или не стоит его осеменять, и только после этого оттаял семя. Потому что в случаях, если даже в течение 15 минут мы способны провести осеменение, но вот мы оттаяли семя, приехали к фермеру. Фермер ошибся. Корова на самом деле стельная, но она проявляет признаки стадии возбуждения полового цикла. Что делать в таком случае? Просто выбрасывать семя или осеменять для того, чтобы взять деньги. Поэтому лучше всего оттаивать непосредственно возле животных. Куда нужно вводить семя при искусственном осеменении? Есть много мифов о том, что нужно вводить чем глубже, в рог матки. На самом деле это неправильно, и такой необходимости нету. Потому что наиболее благоприятные условия для выживания семени созданы в шейке матки и в яйцеводе. В яйцевод мы попасть не можем никак. При естественном осеменении бык вводит семя на шейку матки, он не вводит его в матку. Но так как при искусственном осеменении у нас очень маленький объем семени, это всего 0,25-0,5 мл, нужно проходить шейку матки и вводить семя в тело. Сразу после того, как мы выходим в тело матки, выводится семя, распределяется немного вправо-влево и оттягивается, немножко рассевается назад. Это дает возможность получить максимально эффективное оплодотворение. Нельзя вводить в одну точку, потому что иногда можно ввести катетер, вы упираетесь в слизистую оболочку, выводите семя в одно место, и на этом все. Нужно рассеивать вправо-влево, немножко назад.
чем преимущество пайет? В первую очередь пайета идентифицирована. Кроме того, что семя в пайете не контактирует с внешней средой, намного уменьшается риск инфицирования с внешней среды бактериями. Пайету можно еще проверить на самом деле, какой породы бык, тот ли бык, за которого вы его выдаете и так далее. То есть здесь на пайете есть указаны полностью данные о происхождении этого семени. Желательно при получении семени каждый раз проверять его качество, для того чтобы не было вопросов к поставщику семени и не было потом вопросов от фермеров к технику искусственного осеменения. Поэтому, когда семя привозится на пункт, нужно оттаивать минимум одну спермодозу и проверять его качество. Допустимым к осеменению семя считается, когда содержание спермии с прямолинейно поступательным движением составляет от 10 до 15 миллионов и балл подвижности составляет более 4. Кроме этого, очень полезно иногда проверять выживаемость, то есть сколько спермии сохраняет жизнеспособность в течение 6 часов при температуре 35-37 градусов Цельсия. И пригодным к использованию считается семя, в котором активность после 6 часов инкубации составляет минимум 0,5 балла. То есть минимум 5% спермии движется прямолинейно поступательно. В случаях, когда животное не оплодотворяется после первого-второго раза, или вы после семенения видите включение гнойного эксудата в течковом слизи, тогда необходимо проводить санацию матки. То есть через 10-12 часов после осеменения внутриматочно вводятся специальные противобактериальные средства. Лучше всего для этого использовать Метрикюр, есть Метростар, есть другие препараты, но наиболее эффективно себе зарекомендовал Метрикюр. Можно использовать, в случае, если нет этого препарата, можно использовать препараты для лечения маститов. Но обратите внимание, что объем этих препаратов не должен превышать 15 мл. Что это дает? Семя проходит в яйцевод, там происходит оплодотворение, а выход эмбриона в полость матки будет только на 7-9 день. Использование препаратов внутриматочно позволяет убить микрофлору и подготовить полость матки к выходу эмбриона. Соответственно, повысить оплодотворяемость таких животных. Если же при осеменении вы видели, что есть значительное включение гнойного эксудата, тогда осеменение не следует проводить, а ввести просто препараты для того, чтобы пролечить животное и в следующую стадию возбуждения полового цикла оно было готовое к осеменению. Потому что инфекция – это один из факторов эмбриональной смертности. Это не единственный фактор. Сюда влияют все стрессы, тепловой стресс, особенно каждый год становится более тепло и жарко летом. Температура более 25 градусов Цельсия уже критическая для коров, она уже вызывает стресс. В результате очень часто мы соприкасаемся с эмбриональной смертностью. Что же это такое? Это гибель эмбрионов в период до 42 дня. Ранее эмбриональная смертность происходит в период до 30 дня, позднее от 30 до 42 дня. Позже 42 дня это уже будет аборт. От 42 до 260 дня это аборт клинический, и после 260 дня это уже мертвород, это уже не аборт. Особенно в летнее время очень часто фермеры жалуются на то, что оплодотворяемость падает.
на самом деле не оплодотворяемость падает, а увеличивается именно уровень эмбриональной смертности из-за того, что в период высоких температур плохо образуется желтое тело в яичниках, а оно производит гормон беременности прогестерон. Из-за уменьшения количества этого гормона уменьшается секреция слизистой оболочкой матки маточного молочка. И эмбрион после выхода в полость матки не имеет питания, и в результате чего он и гибнет. Для того, чтобы профилактировать это и увеличить процент оплодотворяемости, в летний период необходимо использовать на 7-8 день после осеменения либо 2 мл прогестерона 2,5%, либо препараты гонадотропин-релизинг гормона, к примеру, сурфагон. Они приводят к тому, что из фолликулов образуются желтые тела маленькие, которые будут производить прогестерон. И за счет этого его уровень повышается, соответственно, уровень эмбриональной смертности будет ниже. Мы видим при использовании увеличения оплодотворяемости где-то на 10%. Но не всегда животные проявляют стадию возбуждения полового цикла. Вследствие того, что есть неполноценное кормление, есть неполноценные условия содержания, которые не соответствуют требованиям животного физиологическим. Очень часто животные не проявляют стадию возбуждения полового цикла в тот период, который нам необходим. Есть 3 пути решения. Это либо стимуляция, синхронизация или просто ожидание. В большинстве случаев фермеры склонны к ожиданию, когда не нужно ничего делать, просто ждем, когда-то она проявит половую цикличность. Но это самый экономически необґрунтированный подход. Почему? Потому что в большинстве случаев, если высокоудойные животные, они могут не проявлять половую цикличность в течение очень длительного времени. Мы будем получать убытки в среднем от 2 до 5 долларов каждый день. Поэтому лучше использовать либо стимуляцию, либо синхронизацию. Почему у животных не возобновляется половая цикличность после отела? Потому что животное тратит энергию и питательные вещества на производство молока. Если оно не получает достаточного количества этих веществ с рационом, с кормом, у него не вырабатывается лютеинизирующий гормон. И в яичниках мы видим на картинке, происходит рост фолликулов, но не образуется достаточного количества эстрогена, потому что недостаточно энергии. И, соответственно, не происходит овуляция. В результате яйцеклетка, которая образуется в фолликуле, она не будет полноценной. Она не способна к оплодотворению. Потому что для того, чтобы произошла овуляция и оплодотворение, яйцеклетка или ооцит внутри фолликула должен созревать при наличии прогестерона, то есть при наличии желтого тела в яичниках. Поэтому первую стадию возбуждения полового цикла нужно пропускать. Не нужно осеменять животных в первую стадию возбуждения полового цикла. И если посмотреть на этот слайд, мы видим, что от количества стадий возбуждения полового цикла до первого осеменения очень сильно зависит эффективность осеменения. Если животное не проявляло половой цикличности до первого осеменения, как правило, его эффективность не превышает 35%. То есть мы 10 коров осеменили, в лучшем случае 3-4 оплодотворились. Но если у коровы уже было 4 стадии возбуждения до осеменения, то, как правило, оплодотворяемость составляет 60%. То есть нам необходимо обеспечить возобновление половой цикличности чем раньше после отела. Для этого необходимо обеспечить оптимальные условия кормления и содержания животного,
Кроме этого, обязательно нужно контролировать половую цикличность. Даже если мы не планируем осеменять животные в это время, нужно обязательно регистрировать, записывать половую цикличность. Для того, чтобы мы понимали, что животное возобновилось. Раз. Для того, чтобы мы могли планировать, когда у нее будет следующая стадия возбуждения полового цикла 2. Какие причины непосредственные анафродизии или отсутствия половой цикличности? Как я говорил раньше, непосредственная причина – это дефицит лютеинизирующего гормона. Но есть целый ряд факторов, которые обуславливают это, либо способствуют. Это дефицит энергии в первую очередь. Когда корова отдает с молоком больше, чем она получает с кормом, у нее есть дефицит глюкозы, который ведет к снижению уровня инсулина. Снижение уровня инсулина приводит к снижению содержания гонадотропин-релизного гормона, то есть того гормона, который регулирует рост, созревание фолликулов. Соответственно, их развитие будет остановлено, оно не будет проходить полноценно. Второй фактор – это уменьшение лептина. Лептин – это гормоноподобное вещество. Это вещество содержится в жировой ткани. Когда корова после отела худеет, сбрасывает вес, уменьшается уровень этого вещества. Соответственно, это приводит к тому же, что и дефицит энергии в рационе. Третий механизм – это уменьшение инсулиноподобного фактора роста. Опять же, если есть дефицит энергии, нет достаточного уровня этого вещества, что приводит к нарушению фолликулогенеза. Если у животного есть какая-то болевая реакция, болит конечность, есть мастит, либо даже фермер там слишком кричит на животное, бьется, у животного развивается стресс. А гормоном стресса есть кортизол. Как мы видим, увеличение уровня кортизола приводит непосредственно к уменьшению уровня лютеинизирующего гормона. То есть животные, которые находятся в стрессе, они будут оплодотворяться значительно хуже. Что же делать? Если мы говорим о стимуляции или синхронизации, то стимуляция необходимо понимать, что для того, чтобы животное стимулировать, необходимо обязательно проводить диагностику. Для этого мы контролируем состояние животных, состояние яичников животных. Если смотреть коров, то в большинстве случаев регистрируется 3-4 наиболее распространенных заболевания. Если у коров есть дефицит питательных веществ, скудное кормление, чаще всего регистрируется гипофункция яичников. Яичники нормальных размеров, от 1,5 на 1,5 до 2 см, но в них не регистрируются ни доминантные фолликулы, ни желтые тела. То есть поверхность яичника гладенькая, он овальной формы, никаких функциональных образований в нем нет. Это чаще всего в условиях Киргизстана это наиболее распространенная причина анафродизии. Резистентное желтое тело характеризуется тем, что в яичниках находится железа внутренней секреции, временное желтое тело. Когда мы пальпируем яичник, то над поверхностью как бы есть грибоподобное образование, оно более плотное по консистенции. Оно производит прогестерон, прогестерон блокирует созревание доминантных фолликулов. Соответственно, из-за этого корова не будет проявляться половой цикл. Кисты яичников – это новообразования, которые содержат внутри жидкость. Тоже достаточно распространенное заболевание. Чаще всего возникает в результате дисбаланса между энергией и протеином.
Считается, что диаметр кисты должен быть более 2,5 сантиметров. И они персистируют в яичнике более 10 суток без наличия желтого тела. Но это не совсем так, потому что на самом деле может быть киста и может быть желтые тела в яичнике. Это говорит о том, что такая киста не гормонально активная, как правило, она уже находится длительное время в яичнике. Они бывают фолликулярные, лютеальные. Иногда еще разделяют киста желтого тела. Но на самом деле мы сейчас проговорим, что это всего две группы кист. Есть фолликулярные и есть лютеальные. Чем они различаются? Фолликулярная киста – это образование диаметром более 25 мм, нету выраженной стенки при ультразвуковом исследовании, и характеризуется она тем, что у животных увеличенный уровень эстрогена в крови. У них проявляется стадия возбуждения каждых 7-10 суток. Либо может быть постоянная охота. Корова 5 дней подряд в охоте, не прекращаются признаки. Либо она спрыгивает на каждую корову в охоте в стадии, она вообще при хроническом течении может появляться нимфомания, как бы корова, как говорят, стала быком. Лютеальные кисты характеризуются тем, что происходит преобразование стенки в лютеальную ткань. То есть происходит то же, что происходит при формировании желтого тела. Также будет диаметр более 25 мм, но толщина стенки при фолликулярной кисте она была не выражена. В данном случае стенка более 3 мм. При пальпации она более плотная. Главный признак такой кисты – это отсутствие половой цикличности. Животное не проявляет стадию возбуждения полового цикла. Диагностика очень простая, потому что каждый фермер видит свою корову, и ветеринарный врач может подтвердить диагноз при трансректальной пальпации, определить, что в яичнике есть. Яичник обычно как куриное яйцо, круглый либо овальный, и в нем есть образование. При фолликулярной кисте ощущается флюктуация, при лютеальной кисте он более плотный, упругий. Причины те же, что и при анафродизии, мы их упустим. Такие же схемы развития фолликулярных кист, и отсюда перейдем на то, как правильно их лечить. Вследствие того, что есть дефицит энергии, выделяется малый пик лютеинизирующего гормона. А он приводит к тому, что задерживается овуляция. Фолликул продолжает расти, увеличивается, и в результате этого формируется киста. Другой причиной это может быть блокирование лютеинизирующего гормона при наличии воспалительных процессов в организме и стрессах. То есть просто не вырабатывается лютеинизирующий гормон, и опять будет тоже, фолликул продолжает расти, формируется киста. Какие принципы лечения? Нам необходимо преобразовать фолликулярную кисту лютеальную. То есть сделать стенку кисты чувствительной к действию простагландинов группы F2 альфа. Для этого мы можем использовать гонадотропины, лизинг-гормоны, можем использовать хорегонические гонадотропины, либо прогестогены. И потом, через 7 дней, эта киста становится чувствительной к действию простагландинов. Мы можем использовать эстрофан, римофан, клопростенол, энзопрос, либо другие препараты. Киста рассасывается, и животное через 3-5 дней, как правило, приходит в охоту и нормально оплодотворяется. Вот, к примеру, очень удобная и очень эффективная схема лечения, когда мы используем препарат гонадотропин-лизинг гормона аварелин, однократная инъекция, потом на 6-й день опять повторяем 2 мл аварелина, на 13-й и на 14-й день 2 дня подряд используем простагландин. Это может быть эстрофан 2 мл, диноплюс 2 мл. Если энзопрост, это будет 5 мл. И потом, когда корова проявляет охоту, тогда и осеменяем. Как
правило, это через 72 часа. С более дешевыми препаратами, сурфагоном, к примеру, тоже можно работать, но тогда нужно использовать сурфагон в течение 3 дней. 3 дня подряд вводим по 5 мл сурфагона. И потом вводим простагландин, так же как в предыдущей схеме, и соответственно производим осеменение. Есть и другие заболевания яичников, но они встречаются достаточно редко. Иногда при сильно выраженном дефиците энергии, когда животные находятся на границе выживания, тогда яичники могут уменьшаться до вот таких размеров, когда практически сделать ничего нельзя. Или можно пробовать использовать в течение 5 дней прогестерон. И после этого животное приходит в охоту и способно оплодотвориться. Можно использовать в любых случаях. Если нет ветеринарного врача, который способен произвести диагностику, можно использовать общестимулирующие препараты для лечения, такие как киглюковид, айсидивид, либо можно на 100 мл витаминов вводить 15 мл АСД, фракция вторая, и потом по 15 мл через день трижды использовать. Они не имеют непосредственного влияния на яичники, но они стимулируют обменные процессы, они стимулируют общую резистентность животного, и, соответственно, они могут привести к проявлению стадии возбуждения полового цикла. Еще их преимущество в том, что они не имеют побочных действий. То есть, если даже животное уже после осеменения, ничего страшного не произойдет при их использовании. Второй вариант – это использование гормональных препаратов. Вот здесь нужно быть намного осторожней, потому что нужно быть уверенным, что животное не осеменялось. Потому что если произошло осеменение, где-то бык осеменил, и мы будем использовать препараты простагландинов, у животного произойдет аборт. Поэтому препараты простагландинов используются только после назначения ветеринарного врача и только в случае, если животное не стельное. В других случаях их использование запрещено. Вот, к примеру, схема лечения гипофункции яичников и гипотония матки. Используем 10 мл сурфагона, препараты витаминов. Через день трижды по 15 мл и глюковид, либо ихтиол, либо можно АСД, фракция 2 с витаминами. Если еще есть дополнительная гипотония матки, используем еще нутрибрюшенна 10 мл 10% раствора новокаина. Эти схемы дают достаточно высокий эффект. При гипоплазии яичников необходимо использовать более сложные препараты. Это уже препараты фолликулостимулирующего гормона, фолигон или фоликотропин, или сыроватка жеребных кобыл. Но если нет ветеринарного врача, мы можем использовать схему синхронизации. То есть поочередное использование препаратов гормональных для приведения животного в определенное время под осеменение. Наиболее распространенная вот такая схема. Она называется офсинг. В нулевой день мы используем препараты гонадотропин-релизинг гормона. Это может быть сурфагон, фертагил, гонадон и другие препараты. Потом на 7-й день вводим препараты простагландинов. Это эстрофан, римофан, пролин, динолитик, диноплюс и так далее. В каждом из них есть пометка, что это простагландин группы F2-альфа. Потом через 56 часов на 9-й день мы опять вводим гонадотропин, к примеру, сурфагон, и через 18 часов делаем искусственное осеменение, независимо от того,
видим или не видим признаки стадии возбуждения полового цикла. Но такая схема будет эффективной только в тех животных, в которых в яичниках есть желтое тело. То есть в животных, которые проявляли стадию возбуждения полового цикла. На животных с кистами яичников, с гипофункцией яичников эта схема работать не будет. Полезно ли двукратное введение простагландинов? Иногда рекомендуют вводить простагландины дважды, не только на 7-й день, а 7-й и 8-й день. Да, двукратное использование простагландинов приводит к улучшению проявления стадии возбуждения полового цикла и повышению эффективности этой схемы где-то на 10-15%. Когда использовать прессинг? Есть схема синхронизации, когда до опсинга используется двукратное, иногда трехкратное введение простагландинов. Это имеет смысл и повышает эффективность схем в том случае, если у вас есть много метритов на ферме. В таком случае использование простагландинов приводит к тому, что приоткрывается шейка матки, сокращается матка, и эксудат выходит из ее полости. Соответственно, грубо говоря, матка чистится, готовится к осеменению. Для более быстрой работы с животными, если используется ультразвуковая диагностика, ранняя диагностика стельности, за неделю до ее проведения можно использовать всем животным препараты гонадотропин и лизинг гормона. Потом, когда делается диагностика стельности, всем бесплодным животным, у которых есть желтые тела, сразу вводятся препараты простагландина, то есть эстрофан, и через 56 часов повторное введение гонадотропина, сурфагона, и через 16 часов, соответственно, осеменение. Это дает возможность прискорить работу с бесплодными животными на 7 дней. В случаях промышленных ферм у нас в Украине такая система используется в недельном ритме, то есть каждый четверг проводится диагностика стельности. Соответственно, за неделю до этого животным вводят гонадотропин, потом 30-32 день после осеменения делается диагностика стельности и, соответственно, продолжается схема. Для животных, у которых есть гипофункция яичников, животных, у которых есть проблемы с возобновлением половой цикличности, очень эффективная схема двойной опсинг. Она очень длинная, она в течение 26 дней, но она дает очень хорошие результаты. Оплодотворяемость после осеменения по этой схеме составляет, как правило, 60-65%. Помните, что гонадотропин, лизинг гормон – это сурфагон, аверлин, гонадон, фертагил, а простагландины – это эстрофан, римофан, клопростенол, эстромакс, динолитик, диноплюс. И, соответственно, по этой схеме производятся инъекции и осеменение, как указано здесь. Вертикальные строчки – это у нас будет недели. Горизонтальные строчки – это дни недели. Схема длится в течение 26 дней. Она очень эффективная. Для коров, которые без каких-либо причин не становятся стельными. То есть, когда приходит ветеринарный врач и исследует это животное, у коровы все нормально. Все хорошо, нету никаких проблем. Но вместе с тем она не оплодотворяется. Очень эффективно использовать вот такую схему. Когда в воскресенье мы вводим пролин или энзопрост, это простагландины группы F2-альфа, но это естественные простагландины. Они лучше сокращают матку, чем эстрофан. Потом вторник мы делаем массаж матки. Если есть гнойные включения, делаем санацию и вводим сурфагон. Потом через неделю, понедельник, повторная инъекция сурфагона.
И тогда дальше опять еще через неделю вводим гонадон. Если нету этого препарата, можно использовать сульфагон. Потом через неделю, 2 дня подряд, Диноплюс, это простагландин. Опять же, если его нету, можно использовать эстрофан. Тогда среда – это гонадотропин-релизинг гормон, и в четверг производим осеменение. Очень важно при использовании схем синхронизации придерживаться времени. Если здесь написано 8 часов, 8 часов, 4 часа, 8 часов, так нужно делать. Можно изменять время, но обязательно выдерживать интервал, чтобы между первым введением простагландинов и искусственным осеменением интервал составлял 72 часа. Потому что изменение сроков будет приводить к уменьшению оплодотворяемости. И когда я говорил, что ожидание – это один из самых любимых способов работы с животными, которые не проявляют половую цикличность у фермеров, я говорил, что это один из самых дорогих и экономически неоправданных способов. Потому что часть животных проявляет половую цикличность где-то там уже на 90-й день, но самые высокоудойные животные будут проявлять ее значительно позже. А увеличение периода от отела к осеменению будет вести к прямым убыткам из-за бесплодия. Поэтому лучше не экономить на этом, а вызывать ветеринарного врача, исследовать животное и лечить. Для уменьшения бесплодия обязательно необходимо делать диагностику стерильности. Потому что для коровы, которая стельная, в принципе ничего не изменится. Будем мы знать, либо не будем знать. Но определение диагностики стельности дает возможность идентифицировать бесплодных животных и начать с ними работать максимально раньше. Потому что бесплодные животные – это убыток для фермера. Если животные бесплодные, то не животное работает на фермера, а фермер на животное. Для того, чтобы профилактировать бесплодие, нужно максимально стараться обеспечить комфортные условия содержания для коровы. Нужно обеспечить сбалансированное питание. И, соответственно, если есть инфекционные заболевания, то разрабатывать схемы профилактических мероприятий и придерживаться их. Если сделать такой быстрый экскурс, стоит ли или не стоит делать диагностику стельности, то без учета реального курса там, доллара на сегодняшний день, условно разглянем такой пример. Если в фермерском хозяйстве есть 5 коров, диагностика стельности обходится в 100 сом. Убытки от одного дня бесплодия составляют от 2 до 5 долларов. Но мы здесь будем считать, что это всего-навсего 100 сом. Представляем себе два варианта развития событий. 1 октября вернулись животные из пастбища, фермер вызвал ветеринарного врача, сделал диагностику. 500 сом заплатил, но при этом одно животное оказалось бесплодным. Потратили мы еще на лечение и осеменение для того, чтобы сделать животное стельным 1500 сом. Вместе мы потратили 2000 сом. Это как бы много, но давайте посмотрим, что будет, если это не сделать. Если мы сэкономили деньги, не сделали диагностику стельности, не пролечили животное и своевременно не оплодотворили. Как правило, такая корова простоит без проявления признаков стадии возбуждения до начала пастбищного сезона. Потому что нету сбалансированного питания, уменьшается фотопериод, то есть нету достаточного освещения, которое для коровы должно быть 16 часов света и только 8 часов темени. В зимний период будет наоборот. И в результате корова простояла у нас 6 месяцев бесплодной от момента возвращения с пастбища.
то есть 180 дней. 180 дней мы имеем по 100 сом убытков каждый день. Соответственно, сумма составит 18 тысяч сом. Если посчитать, что если мы вызвали ветеринара, мы 2000 сом потратили, но 16 тысяч сом мы сэкономили. Да, фермер их не видит сразу в руках, потому что они возвращаются каждый день через молоко, через теленка, который мы получим. Но если мы это не сделаем, мы имеем 18 тысяч убытков. Потому что мы животное кормим, мы за животным ухаживаем, но мы не получаем никакой продуктивности. Поэтому необходимо обязательно сотрудничать с ветеринарными врачами и вводить диагностику стельности в обычную практику. Это нужно постоянно делать. Благодарю за внимание. Если будут вопросы, пишите в Telegram, WhatsApp. Я постараюсь всем ответить. Спасибо. До свидания.